Вот это аппарат. Так аппарат. Да. Ладно, ребят, что? И мы походим. И мы погнали. Ну что, братцы, всем привет. Очередной выход, ребята. 3 мая. Река Сысола. Иду вниз, ребята. Рыбалка по налиму. Все как обычно. Время 4 часа вечера. Погода шикарная, плюс 10. Иду в одного, ребята. Попробуем сегодня на Сысоле отрыбалить. Ну и решил, ребят, спуститься вниз. Есть там интересная точка у меня. Так что будем смотреть. Ну, везде, ребят, стоят шалаши. Вот видно машины. Там машины. Охота полным ходом. Короче, ребята охотятся. Но у нас рыбалка, ребята. Весенняя рыбалка. Ранее по налиму. Мотор, ребят, перебирал. Менял свечи. Ну, в Оконцове что-то проехал с километра 3. Короче, опять начал троить. Не знаю, с чем связано. Короче, походу карбюратор. Многие писали: Андрюха, карбюратор надо чистить, смотреть. Короче, на малых, на холостом газу их просто идеально работает. Вот даешь газу немного, начинает троить. Ладно, ребятки, что? С километров 5 надо вниз, может чуть больше. Может с десятку, наверное, и будем на точке. Так что погнали. Из моих точек по налиму. Ну, блин, течение здесь вообще ужасное. Все вровень прям, вот так, все прям вровень, ребята. Можно, конечно, но течуха здоровая. Течение здоровое. Сейчас сходим ниже, посмотрим еще одну точку. Побежал, ребята, все, пробзелся. Ну, друзья, мне вот интересуют вот эти обрывы. Шикарное место. Вроде не сильно так. Здесь течение. Здесь вон курюшка, заводь есть. Там лодка, кстати, стояла, наверное, охотники. Возможно, здесь утку добывают. И дрова здесь есть, ребят, смотрите, с дровами все в порядке. Ну прям резко. Прям резко. Тоже прикольное место. Интересное. Здесь никогда не пробовал. Вот именно в этом сезоне. Ну, я имею в виду по весне, по большой воде. Как что. Все прям интересно. Прошел там место тоже. Там пляжик даже торчит немножко. Круто вообще. Но вот опять же здесь не походишь. Здесь уже вот перелито. Интересное место, кстати, недалеко от того места, ребят, где трагедия произошла, помните? Вот здесь я делал отметку, в этом районе как раз они и перевернулись. Вот такие дела. Ладно, сейчас еще посмотрим. Ребят, очень красиво, конечно.
Ну вот вижу, что тут ставится. Здесь, скорее всего, будет охота. Как-то неохота мне в толпе. В любом случае, наверное, приедут на вечерку, на утрянку. Что-то мне, не знаю, что-то прям не нравится как-то. Ну здесь, блин, круто. Здесь полулесок, дрова есть. Как на газоне, смотрите, ребят. Все очень так красиво. Водичка вон немножко поднялась, из берегов вышла. Не знаю. А там на пляжу, там дров нету. Вот в чем проблема. Особенно сегодня еще ночью. Дождь обещали. Взял палаточку маленькую, так, на крайняк. Блин, ну время еще есть, скажем. Можно, в принципе, еще на разведку съездить. Что, друзья, добрался вот до такой косы, смотрите, очень прикольно. Здесь, кстати, уже кто-то вот прям недавно пробовал на лим рыбачить. Есть рогатульки. Ну, проблема в чем? Проблема в том, что здесь, зараза, нет дров вообще. Коса ручьем перепадает, вот это, и дрова она где-то будет искать там, где-то переходить, искать место. Короче, ребят, без костра тоже туго будет. Но место прям шикарное. Очень круто, смотрите. Классная коса. Что, друзья, печалька, вообще печалька. Прошелся по всему побережью вот этому. Блин, дров нету. Ну вообще ничего нету. Ни какой-то коряги, там ничего такого. Здесь перейти не могу, так как здесь ручей очень глубокий. Но место, ребят, здесь перспективное. Тем более песок. Все как надо. Не знаю, что думать. Там в одном месте можно ручей перейти. Но вот опять же, вон где лодка, ребята. Это даже если какой-то баллон тащить, метров 500, а то и больше будет. Ну, попробуем тут зазимовать. Я не знаю. Ну, костер нужен, ребят. Хоть чайку, хоть покушать, приготовить. Ладно, как бы в ночь как-то протянем, наверное. Блин, ну ниже там все есть, дрова. Ну, здесь не лежит, ребята. А когда не лежит, значит не лежит. Ладно, разбивал лагерь тогда. Так, ребят, ну чё, сразу расставлюсь, наверное. Хотя еще рановато, ну такая вода, ребята, может и лечь, ясь взять вообще без проблем. Сегодня я, ребят, с наживкой. Червей накопали. Так что все по красоте. Будем ставить, не жалеем. Пучки червя. Короче, все нормально, ребята. Не знаю, пока расставляю, что-то думаю, может сплавать на ту сторону, пильнуть сушину и притащить ее. У меня веревка-то есть, скажем. А здесь уже распилякать. Короче, ребят, буду думать. Все как обычно. Мои доночки. Разная длина. Здесь на пляжу можно, в принципе, и подальше поставить. Ну, я имею в виду подлиннее. Если был бы на обрывах, конечно, бы далеко не кидал, но здесь можно.
Очередная. Опа. По красоте. Так, ну что, последняя. Ну вот так как-то. Мелко, да, очень мелко. Так, ребят, ну что, поставил 7 штук. Так-то у меня есть десятка, в принципе, но здесь вот классно так даже крутит, видите, ребят, немножко, да? Здесь ручей глубокий заходит. Вот. А дальше по периметру, ребят, там уже мелко. Кидал метров 30 и чувствую, она, короче, махом прям падает. Там уже прямая. И пришлось мне завершить постановку, потому что, ну, там уже смысла нету кидать. Там видно уже дальше, что даже вот метров 15 от берега какое-то дерево висит. Ну, соответственно, значит, там очень мелко. Ну все, 7 штучек поставил. Перспективно вот эта точка. И опять минус, ребята, один. Что вот переправляться буду. Там идут лопухи. Пляжные вот эти, знаете, ребята, лопухи. Вот. И пока достаешь, крючки цепляются. Червя просто сбивают. Если просто перепроверяешь относительно, поводкам сразу хана. Просто отрываешь. Ну все, 7 штучек. В принципе, попробуем. Ну, сейчас надо решить, ребят. Чайку же надо бахнуть. Взял сковородочку, как обычно. Перекусить немножко. Ну, термосок тоже взял с собой. Красота на реке, спокойно. Блин, ну вот обещали дождь, конечно, ночью. Не знаю, как с дождем. Неохота бы, конечно, под дождь попадать. Ну да ладно. Кстати, по мотору, ребят, что да как. В прошлый раз я пробовал вытащить шланг топливный из бака и в мотор. Вот эти троения продолжались. Ну, заметил один минус. А когда я вытащил чеку, мотор продолжал работать. Я, конечно, изначально не особо на это внимание обратил, но опять же потом думаю, как так, если чека вытаскивается, а мотор работает. Сегодня то же самое, ребята. Вытаскиваю чеку, мотор продолжает работать. Но я попробовал ехать без чеки, дал полный газ, и он начал дергаться. Соответственно, все равно есть какие-то моменты зажигания. Поставил чеку, прогазовал, вытащил чеку, прогазовал, поставил чеку, прогазовал, дал скорости, ребята, и все. Все идеально пошло. Просто было запад какой-то вот тут малейший. Так что вот, тут уже до карбюратора дело дошло, до свечей. Дело просто в минусе, ребят. Маленькая вот хитрость такая. Так что, если что, ребят, проверяйте, смотрите. Ну что, смотрю, тут веревка какая-то осталась. В принципе, вот можно ей воспользоваться, притараканить дровишки-то. Так, лишнее уберем, лишнее нам не надо. Не люблю я ночевать на пляжах, ребята, это так, то что это песок, все в песке потом, блин. Ну а как потом иначе? Иначе тоже никак. Коврик взял сегодня, мало ли, отдохнуть, прилечь. Да, что туда, наверное, исходим. Ладно, сходим. Ну вот что-то здесь, ребят, надо будет подыскать. Есть, правда, он пиленные тоже. Какую-то сушинку бы, конечно, желательно. Чтобы на ночь. Смотрите, какой красавец
вообще по красоте. Здоровый. Вот сюда надо и будет и заплыть. А здесь бобрище, смотрите, ребят, выходил. Вообще хорошо попитонил. Свежая кормежка вообще. Вот смотрите, как обрубают ребята. Вот кору он, ивник, любит. Вон тут у него все обглодал. Сейчас сюда зайду, шуману ее, ширкану. И будет пушка. Тайга, тайга. А вот так вот приходится добывать дрова. Ну а как потом? Кора даже есть на растопочку. О, здоровый, конечно, кабан тяжелый. Так, что, в 2 раза его как-то придется. Как-то в 2 раза, ребят, его надо будет. Ух ты, блин, плотная. Вообще не гнилое. Здоровое. Зато попилю. Мне прям надолго хватит. На всю ночь. Опа. Так, сучки как раз есть. Не уйдет никуда. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. Длинновато чуть будет. Ничего. Петельку тоже здесь сделаем. Вот так вот. Ребят, экспедиция, блин. Целая эпопея по дровам. Ну давай. Потихоньку, помаленьку будем вытаскивать.
все, ребят, что? Ну, вот так как-то надо выживать, получается. Потихоньку погнали. Ну вот, ребятки, и дрова прибыли. Ребята, что? Глаза боятся, руки делают. Правильно. 7:30. Я с хорошими, отменными дровами. Вот чурбанчик притараканил. Здесь попилить еще мне столько же будет. И в целом вот на острове, так скажем, нашел дрова. Так что нормально все. Най-най-най-най-най. Тарарарарай. Тарарарарай. Тарарай. Тарарарарай. Тарарарарай. У меня даже 100 грамм, ребят, есть. Мой любимый ледов. А взял так, как сказать. Мало ли гости, все-таки много людей на реке сейчас. Возьмем колбаски, возьмем помидорчика, яичек с Пасхи. И все это дело отметим. Вот так вот клево, а вот так нормально. Колбасякины, хлебушка, яичек. Ну, ветерок поднялся, походу, блин, надует что-то. Дождину какую-то. Блин, неохота бы было, конечно, погибать в дождь. Ну, что потом поделать? Опа. Присаживайся, Андрей Викторович. О, утки там как журчат. Хорош. Что-то вечером не слышно, когда надо. Сейчас начнем. Дрова полуцами. Просто можно было перехватить бревнище целое. 6-метровое. Фигачит с корнем. Да, все-таки тащит немножко.
всякого хлама. Вот потом по берегу разбрасывают. Нет-нет, рыбаки пропиливают. Так, ну что, ребятки, перекусил. На душе стало веселее. Пойду пройду по доночкам, перезакину. И уже надо ожидать. Будем ожидать налима. Дай бог все получится. Походу, ребятюшки, меня накроет. Страшное дело. Ну а что потом, как быть? Вот там, блин, ребят, лопухи походу. Пляж затяжной, длинный. Вот это, конечно, меня не радует. Травы, я смотрю, не особо много. Так. Децл. Ну, сейчас, вот видите, ребят, достаю и цепляюсь вон за корни вот этого лопуха. Ну вот здесь понятно, прямая, а вот там вот такая низинка. Вот там хорошо. Как мы будем надеяться на ту низинку тогда. Все, добавляю червей. Ну и будем ожидать поклевки. Опа. Ветерочек. Зараза, и дождь начинается. Вот она поклевка. Вот она. Дождался. Смотрю, качает. Че, плюнул, что ли? Выплюнул. Ё-моё. Пока фонарь достал, камеру включил. Бросил, что ли? Это, кстати, крайняя донка, ребята. В косу вот это. Блин, бросил, что ли, ребята? Но, блин, не успел. Хорошая поклевка была, ребятки. Ё-моё. Что-то прям добротно звенело. Может, даже и не налим. Ребят, не успел. Ну, нормально бодал. Вообще красота, бодал. Даже как будто не налим, блин. Может, и лещ. Не знаю. Я пока бегом камеру разевакал, короче. И выплюнул он. Вот эта крайняя доночка позвенела. Она вообще коротенькая здесь. Прям вот на этом пятачке. Блин, что-то было хорошее, ребят. Так, братцы, 9 часов. У меня плотный перезаброс. Вот такая пена стоит. Вот дождик подмокрил уже. Песерок шает. Нормально. Дождь, конечно, портит всю картину, но это нормально. Сейчас перезабросился. Трава идет немножко, но не особо. Ждем, ребята. 9 часов, самый пик, самый выход. Так, друзья, ну чё, дождь зарядил, походу не прекращается, полностью заряжено все. Не знаю, ребят, думаю, как сделать. Покидать шмурдяка в лодку и что пешком не идти, 300 метров не тащить. Прям поручу, ребят, зайти. И там остается 100 метров прям буквально до избушки. Потому что он весь сырой, ребят, уже. А как бы ходить потом пешком раз в час, наверное. Раз в полтора часика. Проверять доночки. Ну, потому что здесь, ребята, я не вывезу. Что-то ничего не взял сегодня с собой. Дождевичок, палатку взял. Думал, ну блин, здесь тоже ее в песок грязно не поставить. Извозюкаюсь только весь. Проще будет так. Я же не думал, что здесь буду. Костерок у меня шает. Ну, наверное, ребят, поедем мы. Вот в 9 часов без 15 была классная поклевка. Ну, что-то не наша рыбка.
Наверное, так и сделаем, ребят. Сейчас гружусь и... Можно? Ну, другое дело. Бардачок, конечно, тут. Рюмка водки на столе. Здесь это трогать ничего не будем. Перекантуемся немножко. Сейчас приберу здесь. Печурку растопим. Да. Ну тут видно, ребят, ремонт делали. Крышу меняли. Потому что вот этого не было. Пропенили все. Немножко марафет навели в огонь. А здесь я уже кантовался, ребятки. Было дело. Ну, даже дрова немножко есть. Печка такая интересная. Большая. Так, чуть-чуть. Чтобы просохнуть. Протопим сейчас и нормально. Зарядил так зарядил, блин, зараза. Не получается пока, ребята, открыться нормально. Ну что же делать? Что, постелить? Ничего такого нету. Газетку бы какую-нибудь. Что-то вроде ничего такого нету. Туалетная бумага есть. Немножко так марафетик навести. Не люблю, когда грязно. Чужое трогать не буду. Ну, чтобы хотя бы немножко чисто было. Опа. Сейчас что-нибудь намутим дровишек. Ну что, как обычно, по старой схеме, что. Не, ну в принципе, что, я рад, что вот здесь есть вот этот балок. Скоротать время. Сейчас что-нибудь покушаем, схожу проверюсь. Что-нибудь поделаем, схожу проверюсь. Вот так и ночка пройдет. Печурку сейчас подпалю. Сходил сейчас за пилой, ребята. В костре там бревно было обгоревшее, ну сухостой. Я все попилил, наколол. Он сейчас распалится. Лодку сюда загнал в бок. Принес коврик. Короче, нормально. Буду кайфовать, ребята. Сейчас что-нибудь горячего забодяжим. Не знаю, что-нибудь сооружу. Там тушняк у меня есть. Лариса Юрьевна делала сама. Баночку взял. Макароны можно было сварить. Не знаю, так, сковородки, тушника поджарим, перекусим. Что-то лень вообще что-то делать. Да и не кушать как-то неохота. Ну так что, прикольно, нормально. Люблю такой движ, вообще люблю. Прям по кайфу. Ну что, все, дрова заготовил, печку затопил. Печка топится. Время, ребят, уже начало 11-го. Значит, схожу сначала, ребята, к доночкам.
Дождь херачит, блин, зараза. Посмотрю там что как. Придем уже и что-нибудь покушаем горячего. Так и сделаем. Вот, ребят, я прям по ручью вот этому зашел. Ручей глубокий. А здесь вот так по красоте видно угли. Вдалеке костер еще у меня тлеет. Да, жесть, погодка. Опа. Попал, короче, опять. Ух ты. Рыба, ребят, какая-то. Прыгнула. Ну что, сейчас перезаброшу. Перезабросим и... Опа. Сопляк. Соплячок, ребята. Вот на эту же донку, кстати, на которую и брал. Давай, друган, дай. И деда зови. Что-то больно ты какой-то вообще несерьезный тип. Немного в шоке. Да. Лютые. Тут какая-то хрень, ребят, плывет. Корни вот, походу, от этих опухов. Вообще прям до хрена. Не трава, а вот эти корни опуховые. Тут вроде все в порядке. Все по красоте. Ну вот, один маленький сопляк. Не густо. Совсем не густо. Самый пик. Ну, парни сейчас тоже ходят по налиму. Вообще, говорит, нигде. Это у меня второй выход получается. Новое место. И вот как-то так. Ну, сейчас с мотором все порешал, все наладил. Буду подниматься в свои угодья, ребята, где я обитаю постоянно. Там налимы есть. Ладно, идем в избушку, так скажем. Будем кушать. Рыболовно, ребят. Смотрю, тут поводки у ребят есть. И вот такую штуку нашел. Самодельный. Типа как поппера, ребят, что ли. Видали такую хрень? Интересно, прикольно. Так, ребят, ну что, сковородочка есть. Вот такая тушеночка Юрьевна делает. Сейчас я ее пришпандурю, разогрею просто, и мы покушаем. Что-то за водой лень идти мне на речку. Короче, ребят, тушеночку зашпанбахаем, разогреем и покушаем с хлебом. Хватит
О, красота какая. Юрьевна сама делает. В духовке, ребят. Ну что, братцы, пока что-то полазил, побегал. Время уже 20 минут 12. Такой момент, что опять я мимо. Но это сезон такой, ребят, это весна, 100%. В рыбу не попадаешь. Как будто вот лед пошел, и вот у него пик было, наклевал. Вот реально ребята ходили, и удивление, там даже клещи попадались. А вот сейчас вот такой момент. Ну, это не Якутия, ребят. У нас тоже надо поискать. Ну, что, в принципе, что ищешь? Все в районе дома. 8-10 километров. Надо наверх подниматься, ребят, в свои места. Каждая точка уже просто на зубок известна. Уже каждую бровочку знаешь. Надо туда двигаться. Сейчас по погоде посмотрим. Если что, то с Ларисой Юрьевной, наверное, рванем. Заночуем. И на остров съездить на 3-4 дня. Пока вот такие планы, ребята. Ну что, тепло стало, хорошо. Часик сейчас убьем, так скажем. Покушаю. Поваляюсь немножко. Короче, нормально, ребят. Ну, дождь он херачит. Я бы там уже все вымок бы. Просто насквозь. А переболел только недавно. Неохота, ребят, мне заново заболеть. Ладно. Нормально. Сейчас покушаем. Полежим немножко, отдохнем. Сходим, проверимся. В избушке тепло стало. Да. Так, ну что, прошел подонком, пришел до первой. Что-то вроде ничего не дергает, не звенит. Будем посмотреть, что. Ну что, все в порядке. Все в порядке. Немножко поводки перекрутились. А так в целом нормал. Да, ребят, что-то не то. Не может быть так. Это что-то с чем-то связано. Налим просто не ходит, не берет. Да. Ну что, у нас час ночи. Через пару часов будет рассвет уже. Будем отдыхать. Погода зверь. Ладно. Нет, ребят, нет его, нету. Это что-то не то.
Ладно, братцы, что, чайку пью. Покемарю пару часиков. Погода, походу, меняться не собирается. Парни, тут у меня братишка на охоту вечером тоже заезжали. Уехали. Утрянку, походу, тоже не даст им посидеть. Главное, у меня тут тепло, хорошо, сухо, уютно. Так что давайте, ребят, кимарнем маленько. Я думаю, будет так лучше. Ну что, братцы, добрейшего всем утра. Я, короче, так и не поспал, все валялся. Сначала долбил дождь, ребята, жесткий. Потом дождь как будто резко прекратился. И просто попер ветер, ребята, просто ужасный. Вот смотрите, вот видно по деревьям, как их мотыляет. Чувствуется по крыше, как она ходит. Короче, ребят, рассвело уже так прилично. Ну, пейзажи, конечно, желают прям писать картину, потому что вот там река, ребята, большая, и тут в разлив. Сейчас падали сюда утки. Короче, здорово, ребята, здорово. Я прям немного приобулся, приразделся. Печурка вообще как начала пылять. Прям жарковато стало. На коврике здесь прилег, поймал немного интернета. Короче, ребят, смотрел кинишко. Ну, в общем, вот такая картина у нас непонятная. Вот. Охотников не слышно. Видать, утрянку все поотменяли. Ну, понятное дело, дождь, ветер. Никто не поехал, наверное. С вечера все поуезжали. В общем, ребята, вот такие у нас дела пока. Не знаю, поваляюсь-ка я еще, наверное, немножко. Птицы, ребят, поют, ужасное дело. Круто. Весенний табор. Весна, конечно, это просто оживает. Все оживает. Сейчас немножко, ребят, на улице. Моментика. Как тут выглядит. Вот она как, ребята. Чайки там гологолили. Ну, везде разливы, ребята, вон здесь. Вот река. Лодка где-то, ребята, вот там за оврагом у меня. Ну, ужасная погода. Ветрище, не знаю, утро. Ветер поменяется немного. На подъем-то будет плоховато идти в такой ветер. Ну а так в целом все по красоте. Ветер, конечно, жесть. Ладно, еще, наверное, мы немножко побалдеем. Что-то я даже выходить не хочу, блин. Так, ребят, ну чё, все-таки кемарнул часик. Все-таки, ребят, поспал я. Доедаю хлеб. У меня тут есть маслица немножко сливочного. Сейчас сделаю бутерброд себе. С утра, ребят, что-то у меня кушать захотелось. С колбаской. Ну и что, в бой? На проверку. Что, ребят, я собрался. Все, оставляю все как есть. Спасибо за приют. Оставляю крючки, стопора, вертлюга хозяину, так как изба все-таки рыболовная. Небольшой вклад от меня может пригодиться. Подзаправимся, ребятки.
Ну спасибо, чё, за пристанище. Ладно, выходим. Красивые здесь, конечно, места. Прям от бога, блин. Так, ребят, ну что, я выплыл. Да, ветер на улице, на реке, хотел сказать, ужасный. Ну, доночки наши. Вот вчерашняя такая фаворитка, так скажем. Хорошая поклевка, белой рыбы по-любому. Ну и маленький налимчик. Пойду собирать, ребята, не знаю. Попалось что-то с утра, не попалось. Но если ночью, наверное, ребят, налима не было, тут вряд ли что увидим мы, конечно. Ладно, смотри, ребята. Крякают, за ними черки летят. Какие-то зацепы у меня здесь. Пошел вроде. Так интересно. Главное, не трава здесь, ребята, корни какие-то. Вот такие, видите, вот. Белые корни. Очень плотные, не рвутся нифига. Утка на перелете, но охотников не видать. Побоялись погоду. Ну и правда, я бы тоже, наверное, дома лучше на диване поспал. Чем в такую погоду, блин. Все, сматываемся потихоньку. Самое нелюбимое это занятие. Особенно когда ночь отвоевал. Рыба недобыта. Настроения никакого. Руки мерзнут. С утра-то еще, с вечера я имею в виду, это еще пободрее все это. Адреналин, ажиотаж. Привкушение рыбалки. А здесь, блин, ух, утки сколько, ребята, жесть. Вся над рекой летает. Стрелять не хочу, блин. Донка, ребят, звенит. Ага, вон это крайняя, ребята. Вот это опять донка, ребят, звенела. Причем мощно ее качала. Опять какая-то белая рыба, блин. И я не успел, походу. Не знаю. Нет вроде никого. Вроде кто-то есть. Не, есть, ребята. Засранец. Ух ты, какой-то тощий-то, блин, а. Нормально вроде, ребят. Отцепил. Давай, бармалей. Какие они прозрачные. И здесь тоже, смотрите, ребят. Вот, бровочка. Донка 10 метров. Блин, работает. Что-то интересно здесь. Здесь прям 2 фидера ставь и сиди рыбачь. Дрова уже привез. Просто кайфуй, блин. Ну что, ребятки, я собрался. Опять помокрил дождь. Неприятный. Ну вот такой выход, ребята, опять же. Опять же по нулям. Ну, увидел, конечно, сопливого, но это не то пальто, ребята, что должно быть весной. В наше время рыбалка по налиму, она должна быть, ребята. Ну, кому-то напилил дров. Может, кому-то пригодится. Все, греюсь и до дома, ребят. Пасмурное утро. Настроения никакого. Но, как сказал мой один Кент, третий раз повезет по-любому. Не знаю, буду подниматься, ребят, с мотором все в порядке. Буду подниматься наверх, куда езжу зимой, куда езжу постоянно. Точки все пробиты. Попробуем там еще, ребят. А так, подписывайтесь на канал, ребята, не забываем за лайк.
Потому что лайк, ребята, это продвижение канала. Вам не трудно, а мне приятно. Все, ребята, весна начинается. Рыбалка скоро-скоро будет. Я надеюсь. Все, ребят, полетел. Пока.